Небо над Абхазией снова открыто. После 32 лет отсутствия регулярного авиасообщения с миром 1 мая в международный аэропорт имени Владислава Ардзинба впервые прилетел рейс компании ЮВТ Аэро из московского аэропорта Внуково. Это событие по своему значению экономическому, так и политическому сложно переоценить. Оценку, и, понятно, не самую благоприятную, сразу же дали в Тбилиси. Протесты оттуда стали доноситься уже в феврале, когда был совершен самый первый тестовый полет. И сейчас, уже после официального первого полета, грузинские власти продолжают заявлять свое якобы несогласие с происходящим в абхазском небе. В частности, министр экономики Грузии Давиташвили на брифинге для журналистов заявил следующее. Грузия осуждает эксплуатацию аэропорта с нарушением международных норм. И это не только наша позиция, ее поддерживает Международная организация гражданской авиации. У нас с этой организацией тесные отношения и сотрудничество. Это противоречит принципам организации, а также закону об оккупации, отметил он. В то же время на вопросы журналистов, которые интересовались тем, как же все же можно пресечь осуществление этих полетов, министр был вынужден признаться, что все рычаги давления уже применены, а протесты сделаны, но реалии игнорировать невозможно. Вот что сказал по этому поводу грузинский чиновник. Все доступные нам инструменты уже использованы. Если определенные санкционированные компании будут выполнять полеты, мы не сможем повлиять на них. Это объективная реальность. Это оккупированная и непризнанная территория, сказал грузинский министр. Международная организация гражданской авиации, понятное дело, номинально выражает согласие с ее позицией по этому поводу. Однако заявления просто остаются заявлениями, а самолеты продолжают летать. Грузия на протяжении многих лет использует все международные форматы для того, чтобы недопустимость международных рейсов с аэропорта, расположенных на оккупированной территории Грузии, оставалась постоянной темой повестки дня. В этом вопросе Грузия пользуется твердой и безусловной поддержкой Международной организации гражданской авиации, говорится в заявлении Агентства гражданской авиации. Президент Абхазии Бадра Гунба назвал возобновление авиасообщения в аэропорту Сухума историческим событием для всей Абхазии. Сегодня историческое событие – открытие аэропорта. Я уверен, что это историческое событие даст особый импульс развитию нашего государства, нашего отечества, нашим двусторонним отношениям с Россией, сказал Бадра Гунба. Ну а по имеющейся информации 6 мая на маршрут выходит компания «Икар». Вылеты будут осуществляться из Нижнего Новгорода, а с 30 мая iFly из московского аэропорта Шереметьево. Обсуждаются также возможные полеты из Уфы с 3 июня и Казани с 4 июня. iFly уже получила разрешение на 14 рейсов в неделю из Москвы, а Нордстар на 10 рейсов из Москвы и Красноярска. Отметим, что накануне была информация о том, что зайти в Сухумское небо может и крупная российская авиакомпания «Аэрофлот». Однако эту информацию опровергли. Отметим, что открытие аэропорта в первую очередь будет иметь экономические выгоды. Уже сейчас количество бронирования отелей в Абхазии увеличилось на 10% после открытия аэропорта. При этом уже продано более половины туров на летний сезон. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольва.